Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем играть в такую замечательную игру. Она называется Atomic Heart. Атомное сердце. Посмотрим, что у нас. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну что ж, начнем тогда новую игру. Смотрите, мирный атом. Рады приветствовать вас на легкой обзорной экскурсии по предприятию номер 3826, товарищ. Эффектные и динамичные бои с роботами не будут требовать от вас незначительных усилий или сильно отвлекать от повествования. Конечно, сражаться все равно придется, но в истонном напряжении вас будет держать только сюжет. Локальный сбой. Нравится преодолевать трудности, достойно уважения, не станем вам мешать. Это не прогулка по парку. Некоторые боевые ситуации могут показаться сложными, а задачи потребуют хорошей сноровки. Зато вы всегда сможете вдохновиться чувством собственного превосходства. После прохождения очередного этапа, если больной хочет жить, врачи бессильны. И смотрите, есть еще сложность Армагеддон. Товарищ обладает богатой фантазией и грязными мыслишками. Тут уж ничего не поделаешь. Так и было задумано. Стисните зубы покрепче, вас ждет настоящий кошмар, где для выживания понадобится опыт, скорость реакции и умение правильно распоряжаться ресурсами. Экономьте патроны и всегда держите один про запас для себя. Так, ну давайте, наверное, идти по стандарту. Не будем слишком переусердствовать и слишком на легком пути тоже не пойдем. Вау. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом Вау. на аттракцион сходим. Эй, привет. Город Челомей расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 Это такой году. советский Детройт. Самые светлые Очень-очень классно. умы со Мне всех нравится. СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Какие красивые, какие интересные истории она рассказывает там. Дорогой товарищ, газировки не желаете? А как... Ой, а как С взять? удовольствием. Ой, на F надо было нажимать. Я что-то немножко протупила. А куда мы плывем вообще? Что происходит? Кто мы такие? Спасибо за газировку. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. О, Навигационные системы роботов непрерывно усовершенствуются. Заметно. просто, ребятки, наслаждаемся игрой, просмотром. Погода прекрасная. Красота. Ой, смотрите, это что, свинья? Свинюшка. Кто-то выгуливает свинюшку. Улица Клубничная, площадь Ландау. Че они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков. У меня просто дар речи какой-то пропал, я не знаю, что говорить. Третьего он особенно сбоит. Мне фасады красить Как-то это праздник, все так а не странно волчья исполнение. ощущается. Дай код управления. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Так, Код 0451. а нам что, надо плыть? Так. Давай-ка. А выйти или Построились. что? И ну работать. Ух ты, получается. Спасибо большое. Я не знаю, я С управляю праздником этим или нет. Мы просто куда-то плывем и все. Просто за каким-то наблюдаем. За происходящим. Доброе утро, сынок. Как настроение? Вау. Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. А. Жду указаний. Я думаю, Как это тебе наш твоя отец. новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд.
Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Так, точно. Так, у нас появилась новая цель. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию в воздушном порту. Вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в Окей. жопу, зануд. Понял. А вот мы и приехали куда-то. Опа. О. На том свете выспимся. Пройдите до парка. Товарищи, жители платформы Икар и гости предприятия. Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 3826, академика Дмитрия Сеченова. Просим вас проследовать в сторону центральной площади. Окей. Что как-то быстро мы ходим. Мы прыгать не умеем. Здрасте. Ой, 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 ой. Подробности личной жизни руководителей предприятия 3826. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Прогресс не стоит на месте. Именно так. Аж гордость берет. Так, а что там биологии нового? В области робототехники как дела? Про оружейное дело можете рассказать, профессиональное любопытство. Ну, не буду вас отвлекать, всего доброго. Первое. А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Диалоги как-то слишком немного отстают. Завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 100-150 лет. Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить. Да уж. В области робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Обещает, что антропоморфным моделям вроде меня полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Так. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная. Но Заметочка. вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять в 3-5 раз. Я бы из такого пострелял. Ну, по мишеням, конечно. Так, ну ладно, все. До Ну, свидания. не буду вас отвлекать. Всего доброго. Газеты мне сейчас только не хватало. На кой она? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебя. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. Я думала, это не Кулин. Чего? Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся. Сергей Николаевич Инколаевич Вавилов. О, тут столько всего интересного. О, смотрите, парад. Как нам и говорил какой-то мужик. Что тут что-то происходит. На платформе Икар вы уже сегодня можете пройти полимеризацию в мобильной лаборатории. Напоминаем вам, что до выступления Ой, как много людей тут. осталось 10 минут.
Ничего себе. А мы туда не можем пройти, смотрите. Нас сюда не пускают. Любой может стать кем захочет. Хоть моряком, хоть звездочетом. Я старший техник. Личный коммунальный. А это роботы? Это все роботы? Хотя там вроде впереди люди шли, да? Так, ну ладно, пойдемте к нашей цели. Проходите к мемориалу на экскурсию. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же, почтите память всех жертв военных событий. Какие они стрёмные. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае, прям. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие Сколько всего 3826 просто. располагается не так далеко от земли Жесть. союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Вечный огонь. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что не понять. Ебучие пироги, блядь. Выбирайте выражение. Мы в общественном месте. Да пошел ты. Тихо, тихо. Что за матершинные словечки тут у нас? Опа. Тихо, тихо. Так. Ну, весьма интересно, я скажу вам. Товарищи, настанет день, когда человек... Везде одни товарищи. Лаборатория будущего. Здрасте. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Вот это. Ой, она прилипла. Или что? Только что вы добавили в свою перчатку функцию сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция?
Вау. Удерживайте левый Alt, чтобы активировать сканер. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Спасибо. Спасибо. Вау. Да как-то странно двигается. Они тут друг друга создают, что ли, эти роботы? Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Это все роботы, оказывается. Я думала, это люди. А это все роботы. Здравствуйте, дорогие товарищи. Что-то, походу, пойдет не так, я чувствую. О, смотрите. Настоящий человек. Вау. У меня аж мурашки по коже, прикиньте. Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит мир, что привычно нам с рождения. А музыка, ну послушайте. Вы видите, как изменился зажиточный Советский Союз за минувшие десятилетия. Если бы это было бы так. Товарищ Милли, проходите в полвысотки. Важно. Стало возможно воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети коллектив 2.0. Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Наш вождь нас под красное знамя собрал, наша судьба величала тому, кто наукам сердце Видеть, что вы отдал. никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлик. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Так, Как я поняла, мы красиво какой-то майор. Наш лифт только что прибыл. Как всегда. Так, куда, что? Ой. Ой, блин. Как-то резко мы поднялись. Вау. Это потолок такой? Я думаю, почему не двигается? Это лампа типа, наверное. Класс. Это что такое? Что за роботы-пылесосы какие-то? Что мы так долго поднимаемся? Он очень-очень высоко находится, работает, этот чел. Разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую наконец-то. вы можете сделать на Это было очень долго. полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. Слишком высоко чел живет. Ой, живет. Работает. Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени.
Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Оу май. Они что, на носочках стоят? Какие они высокие. Ой, а куда мне? Ой, простите. А, девушки, куда идти мне? А почему здесь самолет? Почему здесь самолеты? Ладно, все, я пошел тогда. А, мне надо вниз снова. О нет, я не хочу с ними расставаться. Ладно. Прощайте, девочки. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазия и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Немножко у меня это... моментами фризит, вы простите меня за это. Так, о, машинка. А, так что ли? Даже не прикасавшись. О, Господи. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Ты кто? О, Господи. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением Машины коллектива не 2.0. ездят? Парады прошли во всех Да, крупных я городах только что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей нафиг. силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ Можно же Сальчик. просто музыку. Другое дело. И на все деньги купи целое море цветов. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется.
Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Такой грубый. Слишком грубый, прям чересчур как-то даже. Как будто бы хочет делать вид, что он какой-то крутой. Мне почему-то это даже не удивило, что мы на каком-то острове, оказывается, находились. Вот почему мы не могли поехать на машине сами. А нас везут куда-то. Вау. Куда мы летим? Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев – передовой технологии конструкторского бюро «Челомей», личной разработки профессора Левитянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Снизу расположился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружба народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стелу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стелу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826
Мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Ой-ой-ой. Начинай боевой разворот. Ой, свое. Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Ой. Что такое? А что так резко? Началась плохо. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Эй, ты, ублюдок желез, что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны. Ой, жесть. Ну вот как всегда. Ты уже, сука! Ну вот как всегда. Роботы все время. Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Ой, Держите меня! Да какого хрена? Пиздец! Ну это реально. Atomic Heart. Ну вот, друзья. Как вам? Пишите в комментарии. Нравится вам или нет? Интересно, интересно, очень-очень интересно. Не побоюсь повторять эти слова снова и снова, потому что это мое любимое слово. Майор Сергей. Что же случилось, интересно? Вот эта его перчатка очень такая интересная еще. Черт, как же болит башка. Ну вот опять. Опять какая-то попа. Золотой топор. Вау. Волшебник, я П3, прием. Ой. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Опа, опа, опа. Найс, найс, найс. На. Ня. Ня. Подходи, уёбок. И тебе на. Чтоб не вставал. Прикольно. Так, все, курочки мы больше не бьем. Свиней мы тоже не будем трогать, пока они нас не будут сами атаковать.
Корова. Много тут коров. Хрена ж себе. А это что ж? Это что такое? Перчатка. Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родине, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Угу. А, вот, мы правильно шли. В туалет, Эй, мужик, что ли? иду, ты там живой? Там робот сидит, наверное. Ну, я же говорила. Твою мать, отвали! Фу-фу-фу-фу-фу. Фу. Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет. Не надо. Не надо, дядя. Ауч. Пошел нахер, сука! А ну, О, бабка. Чуть ты рот раззявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Работает. Иди сюда, Громила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Что происходит вообще? Как бы мне покой не давали. Получите! Чтоб вас собаки драли! Черт! Жесть. О, свинюшки А боятся. это у тебя откуда? Ты молодец! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. Твою мать! Что за сумбур вообще? Ну ничего себе. И мы будем потом... И нам надо будет потом на поверхность, наверное, да, подниматься снова. Как он еще не разбился? Он так далеко упал. Ну да, конечно, самое время. Вот вляпался, блядь. Круто. Ну что ж, ребята, оставляйте свое мнение в комментариях. Найти вентиль от двери. Маленькая капсула с не премиум каким-то. Нам нужно оружие найти. Что-то такое. Потому что обычным топором далеко не уйдешь.
Так, давайте этого зарубим и закончим на сегодня. Продолжим уже в следующей серии. Такой огромный. Почему он такой маленький? А, я в приседе, оказывается, сидела. Окей. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда Аргентум. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Там кто-то помощь Виктор просит. Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Может, вы закончите? Спасибо. Ладно. Все, давайте продолжим уже в следующей серии. Ставьте ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть дальше эту игру в моем прохождении. Ну что ж, будем прощаться до следующей серии. Вкратце скажу, что игра мне понравилась, и я бы хотела ее пройти до конца. Вот. Сама механика тоже мне тоже интересна. Я такие игры не впервые играю, особенно в стилистика, вот тоже это в моем как-то таком, можно сказать, стиле, что ли. Не хоррор, конечно, но что-то такое приблизительно может даже и есть. Ну все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.